В спорт я вообще пришел для того, чтобы стать примером для других людей, и в том числе стать примером для незрячих людей, что можно заниматься профессиональным спортом. Стать чемпионом мира — это очень тяжело, говорю, нелегко, но особенно в этом году и прошлый год для меня было тяжелым годом, потому что, ну, я думаю, не только для меня, после пандемии, очень после болезни, вот этого всего, восстанавливаться мне понадобилось очень долго времени. И вот целый год, этот год я полностью готовились на чемпионат мира, именно на эту дистанцию, чтобы ежедневные тренировки, нагрузки, там, минимум в день по 3-4 часа в день тратить. Когда мы плывем, мы связаны между собой веревкой длиной 80 сантиметров на ногах. Он плывет рядом, он как ориентир, да, для незрячего человека. А после того, как с воды мы выходим, мы вместе выходим, переодеваемся на велосипед. Когда на велосипед садимся, у нас специальный велосипед, длинный тандем, он впереди сидит, я сзади сижу. Но мы оба крутим. Когда бежим, у нас на руках веревочка, мы держимся за веревочку. Он прям к плечу бежит, да, рядом со мной бежит. Когда мы добрались до финиша, сначала ты так сильно не думаешь, да, потому что дистанция тяжелая, и ты на последних силах добираешься до финиша, да, тебе минут, я не знаю, 10 или полчаса ты не думаешь ни о чем, да, тебе хочется просто лечь и чуть-чуть отдохнуть, да, восстановиться. А вот когда награждение было, я был очень горд за мою страну, что на такой арене, что вот в международной арене на чемпионате мира поднимался флаг нашей республики. В спорт я вообще пришел для того, чтобы стать примером для других людей, и в том числе стать примером для незрячих людей, что можно заниматься профессиональным спортом. Так как я являюсь первым незрячим спортсменом Кыргызстана профессионально, кто начал заниматься. Борцов, олимпийцев, которых завоевывают медали, их встречает достойно, и их поддерживает достойно государство. А наших паралимпийцев, к сожалению, сейчас оставляет желать лучшего, именно в поддержке. Я думаю, правительство тоже слышит нас, и я думаю, в будущем, надеюсь, что у нас тоже будет такие возможности, такая большая поддержка со стороны государства. Занимайтесь ежедневно спортом. Это не трудно, можно элементарно начать заниматься, просто бегать или делать какие-то физические упражнения. Если у вас есть возможности, записывайтесь в разные школы, кружки. Если есть возможности, посещайте фитнес-клубы, где можно добиваться многих успехов. А самое главное, всегда побеждать самого себя и побеждать лень в себе.